поселке под Нур-Султаном похоронили умершего в СИЗО гражданского активиста Дулата Агадила. Траурная церемония вылилась в протестные акции. Полиция применила силу, есть задержанные. Митинги с требованием справедливого расследования смерти Агадила прокатились по всему Казахстану. Я один из тех, кто омывал его тело после того, как привезли из морга. Я заметил следы побоев с левой стороны в области груди. Видно, что его били. Таджикистан готовится к выборам. ЦИК страны не дает разрешения корреспондентам нашей программы и радио ОЗОДИ на съемку в избирательных участках. Что скрывают чиновники, непонятно. Для того, чтобы снимать избирательные участки, нужно разрешение Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана. У нас такого разрешения нет, и мы никак не можем его получить уже в течение 4 дней. Коронавирус перекинулся на Европу. Саудовская Аравия отменяет хадж под угрозой проведения Олимпийских игр. Последние новости о бедствии 21 века. По зарубежным расчетам эпидемию удастся сдержать к концу мая, но по нашим прогнозам это произойдет раньше, до конца апреля. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В ряде городов Казахстана почтили память Дулата Агадила. Активист умер 25 февраля при загадочных обстоятельствах в столичном СИЗО. Сегодня состоялись его похороны. Десятки активистов провели траурные акции. Люди разворачивали плакаты с изображением покойного соратника, читали молитвы и требовали прозрачного расследования смерти. В Нур-Султане все завершилось задержаниями. Все последние новости мы узнаем у нашего корреспондента в столице Казахстана Ернура Дужанова. Он на прямой связи с нашей студией. Ернур, привет. Уже известно, сколько человек задержала полиция и почему их все-таки задерживали? Приветствую, Шавкат. Начну с того, что митинг сегодня должен был пройти у концертного зала «Астана» после обеда. Но по прибытию на месте людей сразу же грузили в автозаки. По данным самих активистов, всего было задержано 23 человека. Их сразу же доставили в районное отделение полиции. И все еще к этому часу, как нам известно, их не отпускают. По какой причине их задержали, тоже пока неизвестно. Правоохранители, как обычно, хранят молчание. Вот как коротко и весьма оригинально комментирует задержание замначальника департамента Нур-Султана. Предлагаю послушать далее. Мы всех доставляем домой. Видите же, холодно очень. И мужчин тоже домой доставим. Столичные активисты сегодня решили выйти на митинг сразу после похорон Дулата Агадила. Прошли они сегодня утром в поселке Талапкер, близ столицы. Активисты хотели потребовать от властей независимого расследования обстоятельств смерти их соратника. Но, как вы уже поняли, безуспешно. Ну а далее я предлагаю посмотреть репортаж о том, как сегодня прощались с гражданским активистом Дулатом Агадилом. Такой похоронной процессии в маленьком селе Талапкер никогда не видели. Ранним утром возле местной мечети стали собираться сотни человек. Несмотря на непогоду, проститься с Дулатом Агадилом приехали люди из разных регионов страны. Среди собравшихся было много активистов. Один из них – Рысбек Сарсенбай, брат убитого в 2006 году известного оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбая. Все виновные в смерти Дулата должны понести ответственность. Мы должны наказать их. Мы должны поклясться, что продолжим путь Дулата. Он хотел построить справедливое общество. Прощай, наш брат. После коротких выступлений активистов прозвучали молитвы. Следом мужчины взяли носилки с телом покойного и понесли на кладбище. Носилки с телом покойного до кладбища несли на руках. Мужчины поочередно сменяли друг друга в пути. Процессия растянулась на несколько сотен метров. По дороге люди местами скандировали слова «Шал кет» – «Старик, уходи» на казахском. Похоронили Дулата Агадила на кладбище за чертой поселка. Прощаясь, каждый хотел бросить горсть земли в могилу. Все собравшиеся категорически отказываются верить в то, что активист умер своей смертью. Я один из тех, кто омывал его тело после того, как привезли из морга. Я заметил следы побоев с левой стороны в области груди. Видно, что его били. Также синяки были на бедре.
прокуратуре Нур-Султана продолжают утверждать, что Дулат Агадил скончался от сердечной недостаточности. В официальном заявлении ведомства говорится, что никаких телесных повреждений, характерных для насилия, у покойного не установлено. Тем временем на смерть активиста отреагировали дипломаты и международные правозащитники. В частности, о ситуации высказались в Госдепе США и посольстве Великобритании в Казахстане. Мы глубоко обеспокоены смертью казахского гражданского активиста Дулата Агадила. В этот момент он находился под арестом в Нур-Султане. Мы настоятельно призываем власти Казахстана обеспечить тщательное и прозрачное расследование его смерти. Результаты судебно-медицинской экспертизы по делу Дулата Агадила в МВД обещали озвучить в течение месяца. Ернур Душанов, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Азия. Нур-Султан. А в Алматы свыше 100 человек пришли на центральную площадь, чтобы почтить память Дулата Агадила. После поминальной молитвы люди направились к зданиям прокуратуры и мэрии. Однако ни прокурор, ни градоначальник к людям так и не вышли. Шолпан Оразбекова следила за происходящим. В ту минуту, когда хоронили Дулата Агадила под Нур-Султаном, в Алматы собрались свыше сотни человек на площади Республики. Люди, как и на прошедших митингах, держали в руках фотографии умершего активиста. Их же показывали проезжающим мимо площади. Хотят показать водителям, для чего они здесь собрались. В это же время у монумента звучали призывы объединить силы всего народа. Мы должны усилить наши действия. У нас нет другого пути. Другого пути эта власть нам и не оставила. Активисты обратились к правительствам других стран. Просили помочь увековечить имя Дулата Агадила. Мы потеряли Дулата Агадила и готовы дальше усилить свои действия в связи со смертью Дулата. Поэтому мы обращаемся к другим демократическим странам. Мы просим назвать ваши улицы и площади в его честь, потому что в нашей стране мы не сможем увековечить его имя. Акция продолжалась несколько часов. После поминальной молитвы собравшиеся направились к зданию прокуратуры. Требовали беседы с прокурором и освобождения задержанных на митингах активистов. Вместо главы надзорного органа к собравшимся вышел только его заместитель. Прекратите войну с народом. Ваша задача бороться с преступностью и соблюдать законность, а вы сами нарушаете закон. Освободите задержанных на митинге. Вот наши требования. Все они привлечены по решению суда. Из 18 человек только 15 подали апелляцию. Если вы не согласны с этим решением, вы знаете, что можно его обжаловать в вышестоящем органе. Однако этот ответ собравшихся не устроил. Больше всего активиста возмутило, что вот уже второй день к ним так и не вышел сам прокурор города. Потом люди направились к мэрии Алматы. Достучаться до градоначальника народу также не удалось. Вход в город-администрацию заблокировал отряд спецназа. С собравшимися попытался поговорить сотрудник управления внутренней политики, но и ему толпа говорить не позволила. К слову, несмотря на то, что акция памяти постепенно переросла в митинг, сегодня активистов не задерживали. По крайней мере, пока здесь присутствовали журналисты. Шолпан Оразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. О смерти Дулата Агадила и о ситуации в целом в Казахстане поговорим с политическим активистом. С нами на связи по скайпу Геннадий Крестьянский. Геннадий, здравствуйте. Вот складывается впечатление, что смерть Дулата Агадила стала неким импульсом к новым протестам в Казахстане, и напряжение в обществе нарастает. Как вы считаете, так ли это? Да, смерть Дулата Агадила действительно послужила очередным триггером. Так скажем, в прошлом году смерть 5 девочек. Народ проснулся. Это такой же триггер, как с Асей Тулесовой. И такие вехи, которые откладываются в нашей жизни и заставляют людей задуматься о смерти. К сожалению, связь с Геннадием Крестьянским у нас прервана. Мы постараемся с ним связаться немножко позже, а пока мы продолжаем нашу программу. К другим темам. 4 дня корреспонденты настоящего времени и журналисты радио Озоди в Таджикистане не могли попасть на избирательные участки. Парламентские выборы состоятся уже в это воскресенье. Видеосъемка избирательных участков возможна только с разрешения руководства Центра избиркома. Нашим корреспондентам, несмотря на письменные запросы и обращения в пресс-службу, получить разрешение не получается. Чего же боятся чиновники, об этом расскажет Анушер Ванарипов.
2 дня осталось до парламентских выборов, но ни мы, ни журналисты Радио Зоди не могут добиться разрешения на видеосъемку на участках и интервью руководства избирательной комиссии Таджикистана. Корреспондент Алишер Зарифи, который должен был подготовить репортаж о готовности страны к выборам, говорит, что сначала в ЦИК потребовали письменный запрос, а когда получили его, просто перестали выходить на связь. Мы много раз пытались выйти на связь с комиссией. Обычно не отвечают на звонки, но когда берут телефон, говорят только, что рассматривают наш запрос. 3 кабины для голосования, обшитые красным бархатом, урны для бюллетеней, столы для членов комиссии и наблюдателей. Участки для голосования по всей стране выглядят одинаково. Что здесь скрывать, непонятно. Возможно, то, что в школах, вузах, больницах и госучреждениях, где также организованы избирательные участки, есть камеры видеонаблюдения, которые вместо того, чтобы использовать для контроля выборов, возможно, просто отключат. Мы смогли пройти на этот избирательный участок, чтобы подснять готовность к выборам. Но, в принципе, для того, чтобы снимать избирательные участки, нужно разрешение Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана. У нас такого разрешения нет, и мы никак не можем его получить уже в течение 4 дней. Политолог Абдумалик Кадыров считает, что в подконтрольном властям ЦИК избегают журналистов, не хотят давать поводов для критики организации процесса выборов. Возможно, еще из страха, что их решения не одобрят наверху. Боязнь, она не позволяет чиновникам встречаться и давать интервью западным или вообще независимым средствам массовой информации, просто ради того, чтобы от греха подальше. Парламентские выборы Таджикистана пройдут 1 марта. В Нижнюю палату парламента нужно выбрать 63 депутата. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Геннадий Крестьянский снова с нами на связи. Задам тот же вопрос, на который Геннадий еще не успел ответить. Вот складывается впечатление, что смерть Дулата Агадила стала неким импульсом к новым протестам, и напряжение в обществе нарастает. Так ли это, Геннадий? Да, совершенно верно. Как я уже недавно говорил, это смерть нашего брата служила очередным триггером для того, чтобы народ задумался, насколько сейчас хрупок мир, насколько мы сейчас уязвимы. И смерть нашего брата очень больно отозвалась в наших сердцах. Да, это реальный триггер, как 5 девочек, погибших в прошлом году в Астане. К сожалению, эта смерть более сильно всколыхнула нашу общественность, потому что обстановка в Казахстане сейчас очень накалена. Прошлогодняя смерть нашего друга Галы Бактыбаева, тоже гражданского активиста, была, к сожалению, мало замечена, но тогда и накал обстановки в Казахстане был совершенно иной. Сейчас люди находятся в очень таком напряженном положении. Геннадий, а все-таки почему вот именно сейчас вот эта обстановка, да, напряжение, оно больше, чем в прошлом году, как вы считаете? Гражданское общество просыпается, поэтому, скажем так, и люди сейчас реагируют на все гораздо острее. Ситуация в Масанчи недавняя тоже до сих пор держит народ Казахстана в напряжении. Геннадий, а как вы думаете, вот верите ли вы в официальную версию, по предположениям, пока еще экспертизы, результатов нет, то, что у Агадила была сердечная недостаточность? Вы в версию в это верите? Нет, к сожалению, я в такие версии не верю. Смерть Дулата Агадила была явным заказом и убийством. Если это, скажем, все знают, что достаточно применить лекарственные препараты, которые можно взять в любой аптечке, и даже от передозировки этого препарата может человек умереть. Тем более, что поступила новая информация. Человек, который омывал тело Дулата, увидел на теле синяки. Поэтому я не верю в такие случайности и в остановку сердца. Это не совпадение.
Геннадий, у нас осталось совсем немного времени. Хочу задать еще один вопрос. Вот после похорон Агадила люди вышли выразить протест, но их начала задерживать полиция. Вы согласны с требованием людьми и как оцениваете действия полиции? У нас полминуты осталось. К сожалению, действия полиции в Астане очень отличаются от действий в Алмате. В Алмате я был в течение 3 часов, вел прямой эфир. У нас не было задержаний, у нас даже были некоторые послабления. Одну нашу гражданскую активистку отпустили. Что нельзя сказать об Астане и других городах. Там репрессии усиливаются, гражданских активистов и общественных давят еще сильнее на азербайджанский режим. Спасибо вам большое, Геннадий. Я напомню, на прямой связи с нами был политический активист Геннадий Крестьянский. Спасибо вам за интервью. Всего доброго, до свидания. Казахстанская авиакомпания Bek Air подделывала сертификаты пилотов и иные документы. Таким выводом пришла авиационная администрация Казахстана по итогам внеплановой проверки деятельности авиакомпании. В Комитете гражданской авиации сообщили, что было выявлено множество серьезных нарушений и недостатков, и это является основанием для приостановления действия сертификатов авиакомпании. К примеру, выяснилось, что Bek Air скрыла авиационный инцидент, использовал поддельные сертификаты об обучении пилотов для получения допуска на тип воздушного судна, а также составляла фиктивные документы о выполнении технического обслуживания самолетов. Кроме того, выяснилось, что авиакомпания не имеет действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей Rolls-Royce. Также не отправлялись заводу-изготовителю эксплуатационные данные двигателей для их обработки. Это является нарушением руководства по инженерным процедурам. Авиакомпания не проводила мониторинг состояния авиационных двигателей и, соответственно, не владела информацией об их надежности и рисках отказа в полете. Авиакомпания самостоятельно, без утверждения уполномоченным органом, присваивала инженерам категории допуска, а также инженерам, не имеющим соответствующего допуска, позволяла проводить технические и эксплуатационные работы на воздушных суднах. Авиационная администрация предоставила авиакомпании 6 месяцев на устранение всех нарушений. Если это не будет сделано, у Bek Air отзовут сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности. Я напомню, самолет Bek Air потерпел крушение под Алматы утром 27 декабря. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек, 49 пострадали. Смотрите далее в нашей программе. Коронавирус перекинулся на Европу. Саудовская Аравия отменяет хадж под угрозой проведения Олимпийских игр. Последние новости о бедствии 21 века. По зарубежным расчетам эпидемию удастся сдержать к концу мая, но по нашим прогнозам это произойдет раньше, до конца апреля. Мы продолжаем нашу программу. Переходим к новостям из Узбекистана. Гульнара Каримова готова отказаться от 686 миллионов долларов в обмен на свободу. С таким предложением дочь Ислама Каримова обратилась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Каримова написала письмо главе государства. Это письмо на своей странице в Инстаграм опубликовала дочь Гульнары Каримовой Иман, которая сейчас проживает в Лондоне. Дочь первого президента страны вначале пишет, что обращается к человеку, которого знает много-много лет. Она жалуется на постоянные переезды из одной колонии в другую, а дела против нее ведутся с большими нарушениями Конституции и Уголовно-процессуального кодекса. Каримова пишет, что у нее уже изъяли активы и имущество стоимостью 1 миллиард 200 миллионов долларов, но эти средства не были засчитаны в счет погашения нанесенного материального ущерба. Также она сообщает, что готова отказаться и от единственно оставшихся у нее денег. Это 686 миллионов долларов, которые заморожены в Швейцарии. Сделает это Каримова ради сохранения семьи и здоровья. Очень надеюсь, что мое обращение будет встречено вами как человеком отзывчивым и благородным. Еще и в память о моем отце, которого вы неоднократно называли своим наставником. Мы с детьми, его внуками, верим, что спустя 7 лет мы сможем быть вместе, жить своей семьей и быть благодарными вам за это. В Узбекистане Гульнару Каримову обвиняют в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве, мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, а также легализации доходов, полученных преступным путем. В январе Генпрокуратура сообщила, что по делу Каримова начался новый судебный процесс. Сейчас она находится в Зангиатинской колонии в Ташкентской области.
Коронавирус добрался до 48 стран мира. Самая высокая динамика заражения зафиксирована в Южной Корее. За сутки положительный тест на вирус зафиксирован у более чем 300 человек. Число погибших по всему миру превысило 2800 человек. В Туркменистане женщину за ношение защитной маски оштрафовали, якобы за то, что она могла спровоцировать панику. Все последние новости собрал Акрам Абдукахор. Коронавирус шагает по Европе вслед за Швейцарией, Австрией, Германией и Испанией. О первом случае заражения коронавирусом заявили власти Греции, Грузии, Румынии, Норвегии, Дании и Эстонии. Большинство инфицированных недавно посещали Италию. В некоторых городах начинается паника. Люди раскупают в супермаркетах продукты долгого хранения и товары первой необходимости. На европейском континенте остались считанные страны, где еще не зафиксированы случаи заражения. В Италии, самым крупным очаге эпидемии коронавируса, число заболевших за последние сутки выросло более чем на треть и в данный момент составляет 453 человека. Больше всего заболевших в северных индустриальных районах Италии, в частности в Ломбардии со столицей в Милане, излюбленном для туристов городе. Местный губернатор после того, как у его помощника обнаружили вирус, помещен в карантин. Начиная с сегодняшнего дня я решил изменить несколько вещей в своей жизни. Я буду соблюдать все предписания медучреждений. Я сам создам себе карантин. Я делаю это в первую очередь для того, чтобы обезопасить людей, с которыми я контактирую. Это члены моей семьи и мои коллеги. Сегодня я провел почти весь день в маске, и я буду носить ее дальше, чтобы никого не заразить. В Китае тем временем 6-й день подряд наблюдается спад в динамике заражения коронавирусом. Накануне, впервые с начала эпидемии, в материковом Китае суточное количество заразившихся вирусом было меньше, чем за его пределами – 406 против 501. Национальная комиссия здравоохранения прогнозирует, что случаи заражения снизятся до нуля ближе к концу апреля. Мы рассчитали, что пик заражения придется на середину февраля, ближе к концу месяца. Динамика заражений действительно пошла на спад после 15 февраля. Мы предполагаем, что общее количество зараженных будет от 60 до 70 тысяч случаев. Эти цифры также сопоставимы с прогнозами авторитетных зарубежных организаций. Ситуация за пределами Китая также изменилась. Несмотря на то, что эпидемия впервые была выявлена в Китае, вирус мог зародиться в другом месте. По зарубежным расчетам эпидемию удастся сдержать к концу мая, но по нашим прогнозам это произойдет раньше, до конца апреля. Между тем, Саудовская Аравия на неопределенное время приостановила прием паломников в святыни ислама. Соответствующее заявление опубликовано на страничке МИД в Твиттере. В Международном олимпийском комитете не исключили отмену или перенос летней Олимпиады в Токио. Хотя в руководстве МОК и считают такой сценарий маловероятной, в самой Японии собираются на ближайшие 2 недели отменить или ограничить массовые мероприятия. В этой стране сейчас выявлено 170 случаев заражения, помимо 691 заболевшего на круизном судне Diamond Princess, пришвартованном к югу от Токио. Следующие 2 недели чрезвычайно важны, чтобы остановить распространение инфекции. Существует большой риск заражения на общенациональных спортивных и культурных мероприятиях с большим скоплением людей. В Центральноазиатском регионе пока что случаев заражения не зафиксировано. В Ташкенте в целях профилактики прибывших из Южной Кореи пассажиров изолировали в аэропорту. В Душанбе собираются отменить рейсы в столицу Афганистана. Там, на юге страны, был зафиксирован первый инфицированный. Ну и в конце нашего выпуска я хочу вам сообщить важную информацию. В YouTube у нас появился новый канал, который называется «Настоящее время лайв». Там вы сможете смотреть наши программы в прямом эфире. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире информационного канала в YouTube. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. До свидания. В Гонконге всегда есть выбор транспорта. Есть трамваи, сохранившие свое очарование, длинные эскалаторы, которые петляют между зданиями, сверхсовременное метро с телевизором и 4G повсюду. Здесь лифты считают себя поездами. Так что, чтобы познакомиться с гонконгцами всех мастей, открыть для себя один из самых населенных городов мира, надо просто следовать по рельсам.
Такое впечатление, что тема репрессий – это территория со всех сторон, огороженная красными ленточками. Почему Черем 36 уникально? Ведь колоний, лагерей и так далее, их же было огромное количество. Тысячи и тысячи, но даже следов многих не осталось. Это живой памятник эпохи. Действительно есть историческая память, которую пытаются забыть, скорректировать историю репрессий.